Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решилась собирать манжетку. Один пакет уже собрала. Собираю листья. И будем сушить. Говорят, что в мае лучше собирать, но еще даже сейчас получается, что луна у нас растет. Вот. А когда растет, нужно собирать лекарства, те, которые вверх растут. А когда луна когда луна убывает, тогда нужно собирать лекарственные растения, ну, как корни собирает уже тогда, потому что вся сила уходит вниз, в корни. Вот когда луна убывает, тогда вот собирают корни. А сейчас луна растущая, вот, и пока собираем, что растет поверх земли. Так, вон сколько уже набрала. Муж целый год пил лекарственную траву, целый год. Вот. Стою возле речки. Сегодня у нас пасмурно и кажется, что вообще темно. Градусов 14 сегодня с утра было. Ну, прохладно. Была сначала такая жара, загорала, в шортиках была. Конечно, когда солнечная погода, красота. А сейчас как бы вот так у нас небо, вон все в тучах. Хотя дождя и нету, но всю ночь, наверное, дождь был. С вчерашнего вечера ходила пересаживать цветы. И потом под вечер начался дождь, и дождь так и не прекратился. Ну, вот такой вид. А вот у нас, друзья, такой ветерок. Ветерок, такая сушилка. Сестра подарила. Пользовались у дяди Вани, там была эта сушилка прошлый год. А на этот год нам подарила сестра Раиса Ивановна вот такой сушилку. Чуть-чуть поменьше, но марка одна и та же, ветерок. Да я почитаю, какая марка там сверху. Это все укладываем, вот эту манжетку. Ну, когда ветер, ну, название вообще, электросушитель для овощей. Вот, ветерок такой. И вот тут всякие режимы, например, вот тут горох, там вот такие плодовые культуры, на каких режимах там сушить. Вот, а нам нужен вот травы. Тут грибы тоже. Прошлый год сушили, очень хорошо получались. Вот. Тут ставите дату, какого дня там на сушилку поставили или время. Нет, тут так, сколько тут? До 20. А это что такое? Часов или сколько? Часов. Ну, короче, вот такая сушилка. Маша раскладывает манжетку вот таким лоточком. Она состоит из таких небольших этажей. Вот так.
по мере сушки можно потом добавлять друг на друга лоточки. Ну, то есть содержимое лоточков, они уменьшаются потом, и можно добавлять потихоньку или новые, а если не новые, просто в одну, ну, собрать там. Вот так. Прошлый год мы на такой сушилке сушили грибы, сушили тоже траву, потом сушили укроп также, потому что летом печку топить жарко. И получается, что вот на целый год мне этого потом должно хватить. Вот какая сама трава выглядит, манжеточка такая. Ну, Маша уже там показала, наверное, при сборе какая. Там сегодня просто у нас погода очень ветреная, да. Разговаривать почти невозможно. Вот такая манжетка. Ну-ка вот этот цветочек, Маша, разверни, чтобы зрителям там более понятно было. Вот такая манжеточка. По-коми называется двумя сарафан турун, сарафан, трава сарафан, и еще понкок, собачья лапка. Ну, следы как у собачьей лапки. А этот ветерок чуть-чуть поменьше по объему. Наверное, аж 2 раза, да? Он получается в диаметре поменьше. Потом сушить, положить, и заново придется еще собрать. А ну-ка, это самое, посмотрим снизу лоток есть или нет. Там должен снизу быть лоток самый. Лотка нету. А здесь должен быть так бы такой лоточек быть, чтобы туда не капала водичка там. А вот здесь на данной комплектации лоточка нету. А у дяди Вани он был. Закрываем вот крышку и еще там вот закрываем. Сейчас покажу еще там режимы. Температуру там для сушки, для вот тут написано лекарственные травы 3-7 часов, 30 градусов, 30-40 градусов, 3-7 часов. Время устанавливаем вот, когда ставим, и потом 3-4 часа. А вон тут регулятор такой. Регулятор, вот, синеньким там 30-40, и дальше по нарастающей такой зелененький, средний вариант там. И ну, там самые горячие, не знаю, чем там, что сушат самые горячие. А, вот фрукты. Фрукты сушат. 70, Да, фрукты сушат самым горячим вариантом. Трава там и вот эти укроп там всякие вот эти. И лекарственные травы сушат самым маленьким. На минимальном огне. Все. Потом это включаем и сушим. Ну уже, друзья, вот видите, как там сушит Маша, да? Трава наша высохла. Вот это этой сушилкой, электросушилкой ветерок. Вот видите, трава высохла вся. Сейчас вот Маша просто ручками мелко протирает, чтобы очень меленько так все было. Чем меньше, наверное, тем лучше, да, ведь? Вот. Маша пока. Вот приготовили мы. Так-то, Маша, вот можно и там сварить, но не снимать неудобно. Я поэтому попросил, чтобы она плитку снова вынесла, вот эту портативную плитку. И вон эмалированная кастрюля. Обязательно всегда травы лечебные готовьте
в эмалированной посуде или в стеклянной, чтобы не соприкасалось желательно с железом. Вот. У нас, друзья, наступили холодные времена. Буквально жара была, там 25, 22, 23, 24 каждый день почти. И нежданно-негаданно по вечерам плюс 5, даже обещают снег немножко, где-то 0, минус 1 где-то какой-то день обещают. Не знаю, там выдержат помидоры, кукуруза, там еще что-то выдержит или нет, но очень жестко так похолодало. И вот сидим дома. Вроде как вот помельче сделала. Просто перетираете и все. Чтобы удобнее было ложками брать. И даже вот если всю траву так сделать заранее, и хранить тоже удобно. Потому что она будет меньше занимать площади. Но у нас хранится не так. У нас хранится, вот как видели там сушеные листья, так и хранится. И потом, значит, берем 3 столовые ложки и кладем в кастрюлю. Все. 3 ложки такие с горкой, да? И, значит, у меня здесь горячая вода, 500 миллилитров. Уже кипяченая, так сказать. И сразу выливаем сюда. Так, плиту я включаю. Уже и забыла, как включается. Не пользуюсь. Давно не готовила, Маша. Да, на этой плите, да, конечно. И уже забыла, как даже У включается. нее рабочий инструмент сзади, вон там большая Так, плита. это значит очень много. Десять минут. Вот так потомится. И потом выключаем. И сразу процеживаем уже потом. И у нас потом будет готовое лекарственное И растение. самое главное, дальше до... Там поменьше уже 0,5 станет воды. И самое главное, это не доливаем. Да, доливать ничего не надо. Сколько хватит, столько и хватит. Вода все равно не выкипит. Просто вот то, что вот это трава. Питает? Да, Питает да, траву. из этого. А так вроде как. Все. Ждем отвар, друзья. Пускай он кипятится. Пока там Маша варит это зелье, я вам немножко расскажу вот про эту манжетку. Это манжетка такая трава, растение, обладает вот таким вяжущим, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, обеззараживающим, противовоспалительным и мочегонными свойствами. Разжижает вязкую мокроту при сухом мучительном кашле. Стабилизирует гормональный фон. Применяется для усиления лактации молодых мам, омоложения кожи и организма. Оказывает благотворное действие на сердечные мышцы. Это мне как раз вот по моему заболеванию тоже. И считается эффективным в профилактике инфарктов. Также вот эту манжеточку применяют при заболеваниях пищеварительной системы. Язвенные поражения слизистой желудочно-кишечного тракта, снижение активности работы кишечника. То есть вот у меня вот как я сидящий человек, тоже это для меня тоже очень важно. А самое главное, что там вот есть такой момент, что он останавливает внутреннее кровотечение, что вот после коронавируса мне после кроворазжающих мне вот там затронули кишечник, и это вот поэтому я вот это и употребляю в основном. У меня направление вот это, желудочно-кишечный тракт, так сказать. Вот. И действительно после этого приема мне как бы немножко, я не хочу хвалиться, но немножко мне полегчало. Немножко мне полегчало и довольно-таки как бы даже ощутимо. Вот. И в самом конце уже мы расскажем, сколько в день там будем принимать это лекарство. Также вот Маша не даст соврать, это растение очень помогает женскому организму. Так ведь? Помогает очень многим
И даже, говорят, очень помогает кормящим матерям. Вот. Это все, друзья, вы можете найти в интернете про эту манжетку и свойства, Там даже и все всё такое, да. написано, Да. как пить, как делать это все. Отвары, настойки там вы можете сами. А мы показываем, как мы, вот, как Маша делает, как мама там тоже поила отца, когда отец был очень хворый, очень хворый. Вот это, по сути дела, трава спасла моему отцу жизнь. Вот. Ну что, друзья, все, у нас 10 минут прошло. Так нам так, вроде почти, ну, не кипело, а вот так томилось, так бульк, бульк, так вот так примерно. 10 минут. И это все через марлю процеживаем. Вот. Сразу. Кто-то там держит 2 часа, чтобы настоялось. Ну вот так делаем. Ну, это Вот разные рецепты, Да. наверное. Все показываем именно как мы делаем. Вот. А потом уже самим решать. В интернете рецептов этой манжетки очень много, конечно. Но вот мы показываем, как мы делаем и как мне вот именно мне помогает. Вот такого вот цвета, вот как чай такой. Вот. Видите? Как чай. Как чай. Тоже переусердствовать с этим не надо, потому что это все-таки кровь сгущает. Вот этот настой, он сгущает кровушку. Но у нас отвар готов. Это Сережа у нас потом принимает в день 50 миллилитров. Значит, он это 50 миллилитров делит на 2 части. 25 миллилитров с утра, как встает уже до еды, за 15 минут до еды он выпивает этот отвар. Конечно, чуть-чуть он, чтобы, ну, у нас это держим мы все это в холодильнике, вытаскивает, и чтобы немножко было, ну, была комнатная температура, конечно. В холодильнике все равно очень холодная будет. Вот. И перед едой, значит, за 15 минут до еды он выпивает 25 миллилитров. А остальную часть уже получается после обеда. Ну, можно, конечно, это 50 миллилитров выпить за раз тоже. Ну, кто как. Но это в день. Получается, 50 миллилитров в день употребляют вот этот отвар. Ну, я еще добавлю, что вот эти 50 миллилитров именно для желудочного кишечного тракта. Направление такое: желудок и кишечник. Вот. Там разные заболевания может. Это, мы скажем, что это не основное лечение, это просто помощь организму при основном лечении. Вот так. Ни в коем случае я вам от врачей отказываться не советую. Всегда нужно обращаться при заболеваниях к врачам. А это уже будет просто сопутствующее, ну, такое подспорье организму. И, кстати, это тоже неплохой вариант, так сказать. Очень сильно помогает. Я вам скажу правду, что это действительно очень помогает. Например, моему желудку он очень помог. Можно это даже употреблять даже 3-4 месяца. Да. Как я вот сейчас тоже недавно тоже узнавал, есть ли какие-нибудь побочные эффекты от долгого применения вот этого отвара, практически не выявлено, да. Но именно с дозой 50 миллилитров это как бы не очень большая доза, потому что, как уже говорил, это еще так и кровосгущающее средство. Вот. Но по разным лечениям разный отвар же и делается. И в интернет вам помощь, друзья. Сейчас там очень много всего всякого. Вот. Даже девушкам для омоложения лица, кожи принимайте вот этот отвар. Даже примочки вместо тоника для лица с утра можно на лицо мазать. Так что от всего этого. Так что, женщины, почитайте, посмотрите в интернете, поищите, там все написано, как, что все можно сделать, чтобы быть всегда молодыми и красивыми. Вот такое, так сказать, простое растение, которое обладает очень хорошими, целебными свойствами. Да, много-много у нее, вот у этой манжетки целебных свойств. Вот так. Ну что,
показали вам, друзья, а теперь говорим до свидания. Лечитесь, не отрывайтесь от природы, вместе с природой. И все. Всем пока, до новых рассветов и добрых рассветов. Пускай они всегда у вас будут добрые. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.